Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года для овнов. Мы не будем сегодня смотреть на какие-то будущие события, мы будем смотреть возможности выхода из кризиса и совет на неделю. Потому что у всех у нас сейчас все практически одинаково из-за кризиса, поэтому будем говорить только о возможностях и как их лучше использовать. Итак, это у нас основная энергия недели. Дополнительно на отношения, на работу, на финансы, на удачу недели, на проблему недели, на решение проблемы и на совет. Карта на совет. Итак, у нас выпадает основная энергия недели Джокер. Это карта как раз вот обнуления, когда мы совершенно не знаем, что будет дальше. Это карта будущего, которая еще не ясна. Но когда у нас происходят такие ситуации, то обычно возможности точно так же приходят. То есть они также неожиданно приходят, как ушли. И ими нужно уметь воспользоваться. Кроме того, эта карта еще и отдыха, праздника. Это карта, когда мы ведем себя как дети, когда у нас нет никаких обязательств, когда у нас нет какого-то четкого графика. В общем, здесь как бы и расслабиться можно, и в то же время может быть такое беспокойство как раз из-за того, что нет вот этих самых обязанностей. И в то же время будут еще какие-то неожиданные возможности приходить. Эта карта, она также связана у нас с неожиданными переменами, с какими-то случайными обстоятельствами. Очень часто эта карта разъединяет что-то, да, допустим, может разъединять каких-то людей, какие-то, может быть, обстоятельства. В общем, все, что у нас было прочно, вполне возможно, на этой неделе может и таким уже не оказаться. Также эта карта связана с различными электроприборами, электричеством, поэтому нужно быть осторожней на этой неделе. Ну и также эта карта очень часто показывает людей, которые ведут себя как-то особенно, вот совершенно не похожи на других. Либо вы сами себя будете вести так и не узнавать себя, либо это могут быть ваши близкие, либо неожиданно какой-то новый человек у вас здесь встречается, который ведет себя неординарно, да, и вот как-то вас удивляет, шокирует. Для отношений десятка пиковая выпадает в дополнение, то есть очень важна, как бы очень сильна вероятность перемен в этой сфере у овнов на этой неделе. То есть будьте осторожны, чтобы эти перемены не были к худшему, потому что здесь действительно может быть просто очень быстро ситуация развиваться, совершенно неожиданно. Знаете, как взрыв, когда вот что-то назревает долгое время, а потом ситуация вообще не контролируется. То есть нужно быть очень осторожными. Ни в коем случае не выяснять отношения на этой неделе овнам. Кроме того, здесь есть возможность вам прямо вот в паре со своим близким человеком, есть возможность учиться, есть возможность какие-то коммерческие темы затевать. Может быть, вы уже чем-то вместе занимаетесь, может быть, вы только новое что-то можете придумать и даже, может быть, уже что-то начать делать. Да? Вот здесь изменение образа жизни, здесь изменение каких-то привычек, и также, кстати, изменение и круга знакомых. И если вы рассчитывали на то, что вы куда-то поедете, вряд ли вот по этой карте, да, здесь разъединение, то есть нет возможности поездки пока что. Но зато новые предприятия разного рода, это вот прям то, что нужно. Если есть возможность, это вот интернет, да, в помощь, это просто замечательно. Будет обучение через интернет, либо развитие какого-то проекта, дела через интернет. Для работы шестерка червовая выпадает, и эта карта говорит о том, что пока еще работа откладывается, либо на удаленке, да, вот интернет, либо она откладывается просто еще на какое-то время. И здесь карта, в принципе, обещает хорошее будущее, но только не сейчас. То есть нужно набраться терпения вот из-за этих перемен, которые происходят. Да, это может быть и сложно, конечно, но нужно сохранять веру, сохранять надежду.
нужно знать, что вот мечты ваши исполнятся, это 100%. Вот по этой карте, вот все, что касается вашей работы, то, о чем вы мечтаете, оно обязательно исполнится, только позднее. Для финансов. Восьмерка червовая. Здесь, конечно, может быть сложно с финансами. То есть, то нет, то если, допустим, кто-то еще продолжает зарабатывать финансы, то приходит, то не приходит. В общем, здесь все нестабильно пока еще. И финансы тратятся там на семью, на детей, на быт и так далее. Но смотрите, вот эта карта очень хорошая для обучения психологии, эзотерики. В общем, все, что связано у нас с подсознанием, да, это вот замечательное время, чтобы потратить деньги вот именно на эту тему. Видимо, она вам впоследствии может принести, кстати, астрология, может принести вам прибыль очень хорошую, для тех овнов, кого это интересует. Далее. Проблема дня у нас, проблема недели у нас валет трифовый. И здесь, скорее всего, у вас будет слишком много энергии, видимо, вы ее тут не тратите, и у вас может как бы назревать вот такой взрыв внутренний, да, конфликт. И вы можете, кстати, вот поссориться со своими близкими, со своей семьей. Вот в этом может быть проблема. Вот эта карта говорит о том, что вся энергия должна уходить либо в спорт, физические упражнения, либо вы должны эту энергию направлять на какую-то деятельность обязательно. Допустим, уборка дома генеральная. Замечательно подойдет, как раз энергия будет потрачена и все. Также по этой карте можно поспешить расстаться с какими-то людьми, с какими-то делами, да. Не нужно спешить. Это еще не время сейчас что-то убирать из своей жизни. Даже если вроде бы и вам кажется, что правильно, но подождите, когда не будет вот таких вот резких перемен в жизни, когда вы уже сможете все взвесить, и будущее вам покажет, что правильно, что нет. Кто из ваших близких вам нужен, кто нет. Работа важна или не важна. То есть не нужно принимать каких-то спонтанных таких резких решений, не делать быстрых слишком выводов, нужно ждать. Потому что вот эти две карты, они вот очень резкие, да, и овны, они тем более такой знак огненный. Нужно постараться, чтобы не ссориться, чтобы не принимать каких-то не делать резких движений и так далее. Вот все физическое, нужно физическую активность выбрасывать. Как решение проблемы, здесь опять же карта короля Бубнового говорит, что нужно думать о деньгах. Неплохо было бы, допустим, вот о кризисных деньгах подумать. Допустим, как вы можете вот сейчас в кризис зарабатывать, или, допустим, вот какая-то сложная ситуация происходит у вас в деньгах, и вы думаете, вот как вы из этого выйдете. Может быть, нужно будет чему-то учиться, может быть, нужно будет зарабатывать каким-то новым способом. Вот эта карта очень часто связана еще с коммерцией. Поэтому вот, может быть, нужно подумать вам, как вы можете вот в этой сфере себя проявить, дорогие овны. Вот на этой неделе может приходить какая-то возможность вот из этой сферы. Эта карта также вот с индивидуальным предпринимательством связана. То есть если у вас вот столько много энергии, вот подумайте, чем бы вы могли заняться вот самостоятельно как предприниматель. Либо на фрилансе, может быть, работать. В общем, любые сделки, любые продажи. Но только здесь, конечно, рисковать нужно очень обдуманно, да, то есть если вы точно уверены, опять же, быстрых решений не принимать, резких, непродуманных. А теперь у нас везение недели, да, у нас карта десятка червовая. Но здесь нужно оставаться со всеми в дружеских отношениях. Если у вас есть друзья, то вот как бы нужно именно о них подумать. Может быть, нужна забота, может быть, нужна там поддержка, внимание или еще что-то. В общем, все, что друзьям от вас нужно будет, либо близким людям, это нужно давать. То есть нужно настраиваться как раз на близких людей, и вот в этом будет удача. Кроме того, здесь удача недели в тех людях, которым можно доверять.
Это люди, которые уже проверены вами. Когда у вас уже были сложные времена, трудные, они либо вам помогли, либо они просто были на вашей стороне. Ну, в общем, как-то себя проявили. И вот карта говорит о том, что вот если вы будете делать ставку на этой неделе на этих людей, вам будет вести во всем. То есть, ну, может быть, и потребуется помощь какая-то ваша для этих людей. Может быть, деньги нужны будут, может быть, поддержка, может быть, еще что-то. И вот если вы это сделаете, да, удача вас ждет на этой неделе. И совет этой недели, восьмерка пиковая, карта говорит о том, что не нужно изолировать себя, не нужно оставаться вне общества. Есть у нас интернет, есть у нас связь, да, как можно больше нужно общаться с близкими людьми, с друзьями, но именно вот на такие теплые темы, да, ни в коем случае не ссориться, никаких вот высказываний лишних, да, обвинений и так далее. Здесь должно быть все очень аккуратно. То есть нужно вот эту энергию огня, ее нужно направить именно в дружеское какое-то русло, в заботу, думать о том, как вам жить дальше, как чем зарабатывать, да, думать о деньгах, о финансах, и так, о деньгах, о деятельности и так далее. Очень хорошая неделя для обучения. То есть ну, здесь вот тоже по совету, может быть, кто-то из друзей вам посоветует, либо вы вместе с друзьями будете обучаться. И вообще очень удачно на этой неделе овнам приобретать знания где-то в группах. Может быть, это какие-то марафоны, может быть, это какие-то консультации, когда в них участвует много людей сразу. То есть, смотрите, если есть такая возможность, это просто вот удача для вас. То есть, то, что вы будете делать на этой неделе, оно послужит вашему будущему. Друзья, желаю вам прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.